Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. В Таджикистане представлены новейшие средства ведения разведки. В республике прошел основной этап военных учений стран-членов ОДКБ. В них приняли участие около 1500 военнослужащих. Власти казахстанской столицы освобождают территорию бывших дач, которые находятся в престижной части Астаны. Людей выселяют в принудительном порядке. Они говорили, что это госнужда. Здесь будет строиться коммерческий садик. Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя 30 лет после катастрофы жители Брянской области России до сих пор ощущают последствия аварии. Все кости болят, все. Руки, ноги, даже вот выше черта два поднимут. Английская королева отмечает 90-летний юбилей. Ее правление длится уже 64-й год и является самым долгим в истории британских монархов. В Таджикистане завершаются учения военной разведки стран-членов Организации договора о коллективной безопасности. В них принимают участие органы управления и подразделения войсковой, специальной, радиоэлектронной, воздушной и других видов разведки из состава вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В таком формате спецучения проводятся впервые. У нас на связи наш корреспондент Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Как проходили военные учения? Да, здравствуйте. Действительно, только что на полигоне Лиур, который находится в 25 километрах от таджикской столицы, завершился очередной этап учений «Поиск-2016», проводящихся в рамках ОДКБ. Это учение сил и средств разведывательных подразделений государств-членов организации. В таком формате специальные учения проводятся впервые. Цель данных совместных учений совершенствование системы сбора, обработки и доставки информации с целью уничтожения условного противника. Здесь сегодня в первую очередь принимали участие подразделения 201-й военной базы. Это инженерная, химическая, воздушная и другие виды разведки. Они сегодня отрабатывали полное взаимодействие между собой. По единому замыслу, утвержденному начальником разведки Республики Таджикистан, 201-я военная база на полигоне Лиур выполняла практические действия по выполнению задач в локализации вооруженного конфликта, проведению разведывательно-поисковых действий в своей зоне ответственности. По замыслу этого этапа занятий БТР разведывательного дозора, сопровождавший колонну гуманитарной помощи, обнаружил взрывное устройство на дороге и обезвредил его. Но позже на колонну все же было совершено нападение условным противником с подрывом бронетранспортера. Автомобили с земли прикрывали 2 боевых вертолета, на выручку бойцам выдвинулись наземные подразделения. В дело вступила воздушная и наземная разведка, обнаружившая и локализовавшая бандформирование, по которому затем был нанесен удар из установок «Град». Радиоразведывательное подразделение выявило расположение штаба бандитов, на место которого затем был сброшен десант. Другие виды разведки также выполняли различные задачи. Например, химики делали забор и анализ почвы на выявление отравляющих веществ. По окончании занятий военнослужащие 201-й военной базы показали все виды новейшей разведтехники, использовавшейся сегодня и стоящей на вооружении российской армии. Завершающий основной этап учений пройдет завтра на полигоне Магоб. Там будут отработаны те же средства, только в более расширенном формате с привлечением всех государств, членов ОДКБ. Также завтра состоится разбор полетов, будет вынесен вердикт по данным учениям, будут награждены те, кто отличился на них, а также состоится парад воздушной техники. Спасибо, Анушервон. Жители кишлака Бахористон района Абдурахмона Джоми после прошедшего селя сутками напролет расчищают свои жилища от слоя грязи. По предварительным подсчетам, только приусадебным участкам нанесен ущерб на сумму около 100 тысяч сомони. Подробности в репортаже наших таджикских коллег. Жители села Бахористон, что в районе Абдурахмони-Джоми, после прошедшего селя сутками напролет расчищают свои жилища от слоя грязи.
По предварительным подсчетам, только приусадебным участкам нанесен ущерб на сумму 100 тысяч сомони. Приходится расчищать все. Нужно заново подготовить земли к повторному севу. На это нужны деньги. Государство должно нам помочь в этом. Даже ни разу не приехали, не справились. Как мы тут поживаем после стихии, в чем нуждаемся? Мы остались наедине со своими проблемами. Конечно, сидят в своих уютных кабинетах. Откуда им знать, как живется народу? Жители кишлака Багористон, Джамата Арал опасаются, что в этом году останутся без урожая. По их словам, их мечты о богатых всходах остались под толщей грязи и воды. 57-летняя местная жительница Зухро Саидмуродова рассказала, что обильные дожди, прошедшие в ночь с 18 на 19 апреля, не только подтопили фундамент ее дома, но и нанесли ущерб пассивным землям. Додхудой Имам Назаров, который после депортации из России надеялся на урожай пахотных земель, сейчас не знает, как теперь сможет обеспечить свою семью. А пока местное население с утра до вечера только и занимается тем, что расчищает свои дома и дворы от толщи грязи. Обильные дожди в ночь на 19 апреля спровоцировали паводки, которые подтопили около 100 домохозяйств. Всего в этом джамаате 250 домовладений. Люди жалуются, что застой воды в их домах может привести к повреждению фундамента. Сотрудники управления водного хозяйства района Джоми рассказали, что если они перекроют течение реки Шурчасой, есть риск схода селя на автодорогу Душанбе-Яван. Однако прошло несколько дней после стихии, но власти района до сих пор не решили, будут ли перекрывать воду, идущую в село Багористон, или нет. Шведская телекоммуникационная компания «Телесанера», которую подозревают в даче взятки старшей дочери президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, приняла решение сменить свое название. Теперь компания называется «Телия Компани». Напомним, что большая часть ее активов принадлежит правительствам Швеции и Финляндии. «Телесанеру» обвиняют в даче взятки Гульнаре Каримовой в размере 350 миллионов долларов США с целью заключения незаконной сделки в 2007 году, которая позволила компании попасть на телекоммуникационный рынок в Узбекистане. О том, как идет следствие и его новых деталях, мы побеседовали с журналистом узбекской службы «Радио Свобода» Озодлик Фарухом Юсуповым. Здравствуйте, Фарух. Здравствуйте. Как вы считаете, связан ли ребрендинг компании с тем, что название «Телесанера» ассоциируется с коррупционным скандалом в Узбекистане? Вчера сама компания отказалась от комментариев, но, естественно, это здесь ясно, что эти шаги связаны с этим скандалом, который нанесла очень большой ущерб компании «Телесанера». Она понесла большие убытки, и как раз вот на этой встрече акционеров, которая прошла на прошлой неделе и закончилась на этой неделе, они объявили, что в первую четверть доходы компании упали почти на 5%. И это все, и они признали, что эти потери связаны с коррупционным скандалом, который были в странах Азии и в первую очередь в Узбекистане. Какие шаги еще намерена предпринять «Телесанера», теперь уже «Телекомпани», с тем, чтобы отмежеваться от всех этих ассоциаций? «Телесанера» объявила еще в прошлом году, что она будет выходить из рынка азиатских стран. «Телесанера» — это не единственная компания, которая меняет название. «Вимпелком», который также обвинялся и признал, что давал взятки высокопоставленному лицу в Узбекистане и заплатил рекордную сумму штрафа в Америке, тоже объявил о том, что будет менять название. Следствие ведется сразу в нескольких странах, оно продолжается уже в течение нескольких лет. Можно ли сказать, что именно коррупционный скандал, связанный с Гульнарой Каримовой, является основной частью этого расследования? Да, конечно, можно об этом сказать, так как власти, следственные органы в Швеции и в Швейцарии, они открыто заявили, что Гульнара Каримова является фигурантом этих дел, которые там ведутся уже с 2012 года. То есть она является подозреваемой в получении взяток в крупном размере. И что касается «Телесанеры», прокуратура Швеции пытается предъявить обвинение, и я вчера разговаривал со следователем
следователем, который ведет это дело с самого начала, Гуннар Стетлер. Он сказал, что осенью будет решаться вопрос, выдвигать ли против компании и доводить ли дело до суда, куда, возможно, будут уже обращаться в следственные органы Узбекистана или к властям Узбекистана для того, чтобы получить какие-то показания от фигуранта этого дела Гульнары Каримовой. Как вы считаете, есть ли вероятность того, что Гульнару Каримову вызовут на допрос? Насколько мне известно, и шведские власти, и швейцарские власти, и даже, по-моему, власти Нидерландов обращались к властям Узбекистана для того, чтобы предоставить доступ к одной из фигурантов этого дела, Гульнаре Каримовой. До сих пор никаких ответов со стороны Узбекистана, формальных ответов нет. С наступлением весны власти казахстанской столицы приступили к принудительному выселению людей с территории бывших дач на левобережье города. Это престижная часть Астаны, где расположены госучреждения и новостройки. Земельные участки изымают с формулировкой «государственные нужды». Как сообщили столичные власти, на месте снесенных домов будет построен детский сад национальной нефтяной компании. Подробности в репортаже корреспондентов радио «Азаттык». Жительница Астаны Жанар Тимиргалиева едва успела прийти с работы, как ее приехали выселять судебные исполнители из собственного дома, который находится в садовом товариществе «Майский». Местные власти ее жилище называют просто «дача» и говорят, что здесь жить нельзя. На месте ее двухэтажного дома хотят построить детский сад для национальной компании «Казмунайгаз». Не, у нас решение суда есть, мы обязаны исполнять решение суда. А куда идет, это уже с акимата будет узнать. А люди получили компенсацию? Нет, зачем мне знать? У меня есть решение суда. Я решение суда исполняю в рамках закона. За 6 соток земли двухэтажный дом женщине положена компенсация в 5 миллионов тенге или около 15 тысяч долларов. Жанар Тимиргалиева называет такую сумму несправедливой и отказывается брать. В ее семье 3 детей и муж. Младшему сыну в день выселения исполнилось 5 лет. По словам Тимиргалиевых, 5 миллионов тенге им не хватает на покупку однокомнатной квартиры в Астане. И оценка была проведена на состояние стоимости земли Петропавловска с моим участком города Астаны. Но ведь это же небо и земля, если вы знаете стоимость земли или жилого дома в Петропавловске, в Астане. Отец семейства говорит, что 13 лет они живут в этом доме, который он построил собственными руками. Но участок земли и строения оформлены на супругу, которую суд постановил выселить, так как землю власти изымают под государственные нужды. Первоначально, когда пришло уведомление, здесь была госнужда. Они говорили, что это госнужда. Здесь будет строиться коммерческий садик. Застройщиком является Казмунайгаз. Мы официально обратились в Казмунайгаз. У нас есть официальный ответ на такой бумажке с печатью, что в отношении этих лиц, мы впятером были, которые обращаются к нам, мы никакого отношения не имеем. Ранее акимат Астаны сообщал Азаттыку, что дома в этом районе будут снесены по постановлению акимата города, а на месте жилищ людей построить детский сад для национальной компании «Казмунайгаз». Жанар Тимиргалиева стала первой, с кого началось выселение в этом году. Ее другие члены семьи остались в доме, так как про них ничего не сказано в судебном решении о выселении. Сама женщина с несколькими пакетами вещей уехала в неизвестном направлении. Светлана Глушкова, Мадибек Магомбетов, Азаттык ТВ. В армянском селе Арич меняют название улицы, которая в течение 10 лет носила имя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Для сельчан эта дорога является особенной, поскольку ведет к местному храму. Повод ее переименовать дало само казахстанское руководство. Центральная улица в селе Арич Ардикского района Ширакской области Армении, имя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, носила более 10 лет. По инициативе посольства Казахстана в Армении в 2011 году в сельской библиотеке был открыт также уголок, посвященный Казахстану. Теперь эта улица осталась без названия. Несколько дней назад в сельской библиотеке сняли портреты Назарбаева и карту Казахстана. Такой стала реакция местных властей на последние заявления руководства Казахстана по поводу очередного обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за спора вокруг Нагорного Карабаха. По словам старосты села Арич Роланда Назаритяна, решение о переименовании улицы Назарбаева было принято на прошлой неделе. Не то, чтобы только таблички нет, а мы, жители села, на уровне сельсовета решили убрать имя Назарбаева из названия улицы. Потому что, наверное, во всей республике только в Ариче есть улица с именем лидера, как нам говорят,
дружеского нам Казахстана. Однако Назарбаев заявляет, что, мол, армяне убивают их братьев. Значит, турки, азербайджанцы их братья, а армяне, следовательно, должны быть их врагами. В селе Арич, помимо улицы имени Назарбаева, в местной библиотеке был уголок, посвященный Казахстану. Теперь здесь сняли портреты Назарбаева и карту Казахстана. Портреты, образцы казахской культуры, книги будут сложены в коробки и отправлены в посольство Казахстана, сказала армянская редакция «Азатыка» староста села Роланд Назаритян. В интервью армянскому веб-сайту «Эл Рагир» он сказал, что портрет Назарбаева они выкинули в урну. 8 апреля в Ереване намечалось провести заседание Межправительственного совета Евразийского экономического союза. Заседание отменили после того, как премьер-министр Казахстана Карим Масимов отказался ехать в Ереван, предложив провести этот саммит в Москве. Армения посчитала, что Казахстан выступил против проведения саммита ЕАЭС в Ереване, чтобы поддержать таким образом Азербайджан в ходе очередного обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Жители села Арич ранее возмущались, почему улица, ведущая в местный храм, должна носить имя Назарбаева, сообщает армянская редакция «Азатыка». Эти таблички должны были быть давно сняты, еще с того момента, как Назарбаев по телевизору сделал заявление в тяжелый для нас момент. Было нехорошо, что улица, ведущая в церковь, носила имя Назарбаева. У нас у самих есть много хороших армянских имен, которыми можно назвать улицу. Далее в программе. Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя 30 лет после катастрофы жители Брянской области России до сих пор ощущают последствия аварии. Все кости болят, все. Руки, ноги, даже вот выше черта два поднимем. Английская королева отмечает 90-летний юбилей. Ее правление длится уже 64-й год и является самым долгим в истории британских монархов. 26 апреля исполнилось 30 лет Чернобыльской трагедии. По официальным данным, в результате аварии в 1986 году погиб 31 человек. Тогда радиоактивное облако накрыло приграничные районы сразу 3 стран, жители которых до сих пор ощущают на себе последствия аварии. Рассказывает Сергей Берец. Радиоактивное облако, вызванное катастрофой на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года, накрыло обширные районы Украины, Белоруссии и России. В загрязненной зоне в одной только Брянской области находится более 700 населенных пунктов. Радиация проникает всюду: в пищу, которую едят люди, в молоко и воду, в воздух, которым они дышат. Как говорит Татьяна, жительница города Старые Бобовичи, выбирать не приходится, чтобы не показывал дозиметр. Толку, что мы проверим, вот согласитесь. Так, мы проверили, зашкаливая, и выкинуть все равно в рот. Есть-то хочется. Одно из последствий Чернобыля – болезни, вызванные избыточными дозами радиации. В зараженных районах Брянщины мало найдется здоровых людей, говорит Алексей. Ну какое ощущение, все кости болят, все. Руки, ноги, даже вот выше черта два поднимешь руку. А еще 70 годов, еще когда-то помещики женились в этих годах. Вот, а мы уже глядим у ящик. По словам Рашида Алимова, эксперта экологической организации Greenpeace, в зараженных районах 3 соседних стран, по официальным данным, живет 5 миллионов человек. Брянская область не единственная в России, пострадавшая от Чернобыльской катастрофы. Загрязнение коснулось 14 районов, в том числе Ленинградской области и Мордовии. Мы здесь находимся примерно почти в 200 километрах от Чернобыльской АЭС. Тем не менее, вот видите, что достаточно сильное загрязнение и огромное количество территорий признаны загрязненными и неподходящими для сельского хозяйства и так далее. Но люди приспосабливаются. Они собирают грибы в лесах и яблоки в заброшенных садах, рассказывает местный житель Виктор Стрелюков. Тут и колхозный сад один, и большой, они до сих пор плодоносят. И люди приезжают, и даже посторонние, и собирают, и на зимовку, и все. И... Ну, не то, что нормально. Нормального, конечно, это мало. Просто люди привыкли уже. Официально в результате аварии в Чернобыле погиб 31 человек. Однако и 3 десятилетия спустя люди продолжают умирать от последствий катастрофы.
Белорусский независимый театр «Крылы холопа» отмечает очередную годовщину Чернобыльской катастрофы документальным спектаклем, который был представлен на суд публики Санкт-Петербурга. Мой сынок проезжає, все бере з Могилева. Яблоки бере, та, грибочки, картоплю бере. З'їж, не брезгуй. Основой для спектакля стали материалы двух экспедиций театра в Полесский радиационно-экологический заповедник, интервью свидетелей Чернобыльской аварии, документы о ее последствиях, а также материалы, посвященные строительству первой АЭС в Беларуси. Как заявляют создатели спектакля, он уже вызвал критику властей. Предприняв попытку сделать белорусскую премьеру, мы столкнулись с тем, что просто был звонок. Мы тогда обретались в таком центре культуры, который принадлежит отделу идеологии, культуры и работы с молодежью, это у нас называется. И оттуда позвонили, сказали, что ремонт, у нас завтра прям ремонт. А потом мне позвонили и сказали, что забыла, что ли, что комиссия должна отсмотреть спектакль. Ну, как уже много лет до того комиссии смотрели спектакли. Ну и понятно, что этот спектакль уже никакую комиссию не пройдет, потому что тема больная АЭС, в общем-то, в Беларуси. Британской королеве Елизавете II исполнилось 90 лет. Представительница Виндзорской династии находится на троне с 1952 года. Несмотря на свой почтенный возраст, Ее Величество по-прежнему ведет активную политическую и общественную жизнь, оставаясь для жителей Англии символом национального единства. Эта двухгодовалая девочка на руках у няни – будущая королева одного из самых могущественных государств в истории человечества. Елизавете II в четверг исполняется 90 лет. Ее Величество царствует 64 года. Дольше, чем ее бабушка, королева Виктория. До прошлого сентября именно ей принадлежал рекорд пребывания на британском троне. Принцесса Лилибет, так называли Елизавету домочадцы, не готовилась с детства к роли монарха. Ее отец Георг VI стал королем лишь после того, как его брат-наследник отрекся от престола ради брака с разведенной американкой. Елизавета взошла на трон в 25 и получила страну, еще не оправившуюся после Второй мировой войны. Для миллионов ее подданных трансляция коронации по телевидению стала символом новой мирной жизни. Тогда, в 1952-м, Елизавета стала королевой Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Пакистана и Цейлона. За время ее правления страна, да и весь мир изменились до неузнаваемости. Сама Британская империя окончательно распалась, колонии получили независимость. Холодная война, вооруженные конфликты в Корее, Вьетнаме, на Ближнем Востоке, распад Советского Союза – все эти события пришлись на царствование Елизаветы II. Королева принимала в своем кабинете 12 премьер-министров, от Уинстона Черчилля до Дэвида Кэмерона, и протягивала руку 12 американским президентам. Популярность Елизаветы упала в 1997-м. Королевскую семью резко критиковали за слишком сдержанную реакцию на гибель любимицы народа принцессы Дианы, бывшей супруги принца Чарльза. Лишь спустя 5 дней после автокатастрофы в Парижском туннеле королева с супругом принцем Филиппом появилась у ворот Букингемского дворца, утопавших в цветах. Дети Дианы и Чарльза вернули монархии народную любовь. Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин считаются самой популярной парой в Великобритании. В среду, в преддверии юбилея, Елизавета появилась на публике в Виндзоре. В ярко-розовом пальто и неизменной шляпке королева выглядела цветущей и величественной, как и положено женщине, ставшей символом целой эпохи. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.